Буквально вчера мы собирались по поводу ежегодного мероприятия, и я их тоже приглашал, ребят. Говорю, у кого есть возможность, приходите. Это вопрос есть, это будируется. Я думаю, рано или поздно мы пройдем создание фонда, чтобы не было нужды, и проведение мероприятий не только в таком масштабе. Проведем мероприятие большое, допустим, Дом офицеров. Пожалуйста, я могу, как имеющий отношение, переговорить, спокойно предоставить этот зал или другие залы. То есть это мероприятие, которое проводится, оно заслуживает больше внимания. Моя огромная благодарность, я сестрой называю Гульшамах. Это мы закончили педагогическое училище, я тоже в свое время закончил педагогическое училище. И буквально в двух словах скажу, когда я сам из Ахтынского района, селения Лутком, ну, мы языковую базу как бы с корнями получили, да, мы счастливые люди. Вот когда ехал из села Ахтынского, Лутком, это рядом с Ахтынским районом, в Дербент автобусе, я мог закрыть глаза и определить по диалекту, кто из какого села. Потому что, вы знаете, очень много диалектов у нас. У ахтынцев свой диалект есть. Буквально в 5 километрах находится наше село. Мы совершенно не... Это как вот уму непостижимо. Да, вот находится совершенно другим акцентом, другим этим самым. Рядом с нами село Кака. Они слово К там и так далее. Цурух, там Хрюга. И везде вот свой какой-то едут. И даже эти самые сверху едут с нами из Рутула, соседних Елах, там, со всех сел, я помню, вот так я для себя вот так. Поэтому очень богат наш язык и диалектами, но самый вот коренной, как бы, да, мой кюринский, да, стал лезгинский язык, как бы базовый, литературным языком, который считается, вот, это вот кюринский диалект, кюринский как бы взяли за основу. Что я хочу сказать, вы все молодцы, что нашли время, находите время. Вот я тоже стараюсь и внукам, и детям. Вот так получилось, я человек военный, военное училище закончил, и всю жизнь как бы мотался по всей Советскому Союзу, за границей и так далее. Мы подселениями жили, и какая-то мы стеснялись. Ну, подселение живет, там попробуй, как бы, да, это считается. Может, я посмотрел, есть национальность, вот, да, у армян, азербайджанцев, они, я сказал, как нагло, вот, начинают до своих. Может, это и нужно было. Я отправлял тоже в село, там они основывали, учили язык, там, когда возвращают буквально, изучает и знает язык. Поэтому это очень важно быть, называться кем-то, да, лезгином, аварцем, кем-то, и знать, это наше богатство. Если мы чего-то не знаем, свой язык, свой этот самый, это получается, мы сами лишаем себя самого главного богатства и того, как я сказал, вот этого кода, да, идентификационного, который в народе, вот, да, я лезгин, а ты что знаешь? Языка не знаешь, писать не умеешь, танцевать не умеешь, готовить не умеешь, какой ты лезгин. Поэтому я благодарю вас, родителям, и дальше буду тоже делать все возможное, чтобы вот этот, как бы, наш узкий, дружный коллектив расширился. Многие вчера задавали вопрос, а как будет первый класс, там как-то. Я говорю, ну, старайся сочетать, да. Я непосредственно связан с нашими культурно-лезгинским языком. Вы знаете, Лезги газет, редактор знает. Туда отправляем все материалы, публикуются. То, что происходит здесь с дагестанцами, мероприятия, вот только вот в последнее время проходили. Наши афганцы, да, вот буквально возложили, почтили память очень много наших земляков афганцев. Вот. Серия мероприятий прошло, посвященная 20-летию победы над бандформированием международных террористов.
Вот. Приезжал сюда министр наш по национальности и по делам религии Эник Муслим. Вот. Он участвовал и культурно-просветительный центр участвовали в мероприятии, который проходил моя родина Россия в этом центре, и там посвященный этому проходил мероприятие. Издана медаль, специальная медаль, благодарность тем, кто воевал в те годы, в 99 году, защищал Дагестан, защищал Россию. Эту медаль глава нашей республики Васильев сказал, указание такое дал, чтобы нашли людей, которые воевали в то время, и им вручали. Вот буквально на днях такое мероприятие состоялось в Российской национальной библиотеке. Я искал вопрос, как это началось, да? Искали в то время огромную помощь оказал в 99 году тогда вновь избранный губернатор Ленинградской области Сердюков Валерий Павлович. Несколько вагонов отправили. Ну как, не благодарить человека, вот этой же, ну медаль, есть медаль, это как бы повод. Я позвонил своему другу, мы с ним делали интервью с губернатором Валентину Сидорину, как раз президентская библиотека возглавлял пресс-службу, сейчас Российская национальная. Да, Султанович, никаких проблем. Я с ним поддерживаю отношения, давайте проведем. И все. Провели мы прекрасное мероприятие там, и губернатор Валерий Павлович Сердюков был, и два героя России. Один из них Крюков Олег Васильевич. Это тот человек, который буквально за 15 минут до взрыва в Буйнакске разминировал. Стоял большая машина, сбоку было написано «Хлеб». А перед этим был взорван дом. Погибли 64 человека, многие те самые. И как, чего, где еще может быть взрыв? Вот Олег, мой друг, пришел, он посмотрел, говорит, а у него было указание, а там погибли еще офицеры, не лезьте, есть ФСБ и так далее, МЧС, пусть он не разминирует. Говорит, как я вот могу отказать и этот самый. И он буквально разобрался, разминировал, и за 15 минут до взрыва сел за руль, увез. Он получил выговор, служебное несоответствие от Минобороны и руководству, которые сказали, вот ты нарушил приказ, на получай. А потом правительство Дагестана ходатайствовало, и он получил звезду героя. Вернее, он не получил, он разозлился и в командировку уехал в Дара. Жене вручили ему, потом уже стали. Вот такой деталь, как бы, да, герой. И другой герой, это Фоменко Геннадий Дмитриевич, генерал-майор. Он из первого в 1994 году, когда вся эта заваруха, все такое начиналось, приехал в Дагестан, он один из первых своим полком самостоятельно, потом уже начали, согласились, закрыли границу с Чечней. Вот. А потом, в 99 году, после окончания Академии Генерального штаба, он один из первых, его командирован был в Дагестан со своим собственной бригадой, и они оказали огромную помощь в разгроме бандформирований. Вот этим 3 человекам вот, в прошлый раз вручили, и получила я окраску, и это же мы не только вот так кого-то там вручили, это объединяет людей, это говорим спасибо, потому что Дагестан, тот период, оказавшись, да, Дагестан показал, что они с Россией, и люди поднялись, что хотели эти бандиты, и отстояли независимость, отстояли все ополченцы, вы знаете, долго муссировали, сейчас те, которые принимали участие, нашим дагестанцам, тоже они приравнены к участникам боевых действий. А перед этим вручали эти же медали героям России. Это генерал-майор, летчик известный Сахабуддинов Риф Раисович. Буквально
Вчера стоял с торжественными, раз мы обнимались с ним. Друзья давно в одном округе служили. И в Чечне были вместе. И второй герой, которому тогда вручили, это Махотин Алексей. Это спецназовец, буин, он в горах один из первых. То есть здесь мы что хотим здесь? И сплачиваем вокруг Дагестана, вокруг имени, да, дагестанцев. И говорим этим людям благодарность. Если у кого есть на примете, знаете людей, сейчас мы ведем поиск, кто участвовал, я знаю, тоже были, да, надо оформить все это, чтобы никто не забыть, ничто не забыть. Но вернемся к языку. Вот я на лезгинском языке хочу сказать несколько слов, да. Сырке парашаде, чувирокос, зивохар, схаяр, балаяр, хтулар, хиласифы, ихтими арикеты становой. Эльбетки кне Аллах рези жезва палахсал. Кне чирулы жал. Пока эльбетки жал чирхай лахси, күй балайрыз, күй хтуларыз. И күй rahmetli dide bayarni за чешебрызлу хака мукатлиярни фидюязы абы они были бы рады абы хөлмет салз кликзвой кне извой балахсыз хака луттан масы тер чухсан хутты кне извой балахат балахма Аллах разиж дуку богоугодное дело вы делаете, занимаетесь, поэтому сердечная благодарность от представительств, от себя, от наших земляков. Ну, все будем делать, чтобы это дело, как и наш клуб, желающих, любящих язык, это увеличится. Вот. Да. Тут многие говорили, я бы тоже хотел, но ладно, потом уже мы проведем, мы в прошлый раз, да, проводили. И в этом году, наверное, проведем диктант и подведем итоги. И все эти данные у меня есть на высоком уровне. Прошел диктант. Информацию дали, там все это самое, фотографии и памятные, все это есть. И думаю, сообщаем, и много таких вещей. Поэтому дай Аллах всем здоровья, благополучия, всех с праздником сегодняшним днем, защитника Отечества. Сейчас вот 2 телефона разрываются, идут там со всех сторон, звонки, там все это самое. Сегодня мероприятия были возложения цветов, венков, с боевыми друзьями, встречались и так далее, мы все это продолжаем. Поэтому я с вами, я всей душой за это мероприятие. Будем вместе, то, что за Чизватулаха, за Кэчиза, вот, Масатулаха, и желание есть еще где-то, не только воскресный, да, там еще какой-то класс открыт вчера, Заурбек говорит, а нельзя ли, вот у нас не говорит, есть там помещение, там и так далее. Я говорю, давай подумаем. Есть у нас наша родственница, она закончила русско-дагестанский, языки она хорошо знает. Ну, надо как бы объединить. Да. И еще ведется такое дело дистанционно, потому что не каждый может вести сюда. Вот эти апробированные уроки проводятся на базе лезгинской газеты, лезги газет. Это ведется работа, сейчас обобщаются, чтобы можно было как бы дистанционно какие-то чего-то, что-то. В этом есть необходимость, это есть, потому что не каждый, да, это дистанционно может каждый день включил где-то чего-то, сочетать с живыми уроками, живым родным языком. Вот. Так что огромное спасибо имаму. Что-то сказать. Да? Все, Савур, спасибо большое. И в завершении нашего мероприятия я приглашаю Джамилю Хала. И вчера одна писательница попросила читать. Хаичал. Садаллах тигаичал. Чибубайри хаичал. Чидидерин хаичал. Шахынчна лезгичал. Зилезгичал медзячи. Аманидин сесячи. Чивимирдин гүзгүчал. Шахынчна лезгичал. Чалан тарих зурбая. Кадарби квест тубая.
Хаичал Абхед Лагай, чи детей не бубая. Ну, У нее не получилось, она не смогла приехать. Да, чтобы прочитать ее же стих, который она сама сочиняла, составила стола, попросила, чтобы Два она слова прочитала. скажу, вы знаете, в прошлом Очень году хорошие слова. у нас ежегодно проходит мероприятие, связанное с Сулейманом Стальским, днем рождения его. Да. В прошлом году было 150-летие. В мае месяце. В Доме ученых проходило большое мероприятие с приглашением руководства Сулеймана Стальского района, Наримана Абдул-Муталибова, других там, внука Сулеймана Стальского. Проходило это мероприятие, и видео есть, и это самое есть. Мы хотим в этом году тоже провести такое мероприятие. Я непосредственно связан с нашими дагестанскими, вот буквально Сажиди Муалим, вы знаете, Сулейманского района, 85 лет, мы тоже его хотим пригласить на это мероприятие. Вот, 3 книги, вот последний год только вышли его, если вы посмотрели, Facebook, там постоянно находится. 85 лет, у него как из рога изобилия стихи идут. Мы проводили раньше в Доме национальности с моим участием доктора филологических наук, лезгинского поэта, литературоведа Фейзуддина Нагиева. В Доме национальности проходило это мероприятие. Вот. Хотим это дело продолжить, поэтому нужен, я сказал, и фонд, и желание, и все надо как бы объединить. Поэтому общими усилиями, я думаю, код Арсаду Урлахсе мы много Надеюсь, желание у всех Да. есть. И с Поэтому, вашей помощью, да. конечно, я как И всегда... иншаллах, с вами дай буду, Аллах, да. чтобы все, что задумано нами, благословлялся. Без вас я Получилось. никто. Я никто без вас. С вами у меня крылья. Я высоко. Поэтому я очень рада. Очень приятно, да. Сегодня у нас день рождения вот этого Демирбек. Да. Там еще Айнудин, наша лезгинская группа есть. Там еще Айнудин, я не знаю, кто там сам. Вот. Задумка была Бубо пригласить, да? Ну поднимись. Так, сейчас мы вас приглашаем. Да, давайте мы на Его этом дедушка известный в дагестанском, в лезгинском театре, артист вот, Гагибов. А, да. Поэтому в прошлый раз как-то вот мы постоянно на связи. Вот, очень хотим и лезгинский театр, но нужно как бы иметь базу, созреть, все это подготовить, чтобы приехали, они могли вот приехать, уехать, радость получить, и мы получили бы радость духовную. Вот, такая задумка есть. Ты не теряйся. Вот это самое. Все, Савов, спасибо вам. На этом всем спасибо большое за внимание. Я приглашаю, мы всех приглашаем. Мы можем пройти в общий, столовую. давайте сделаем памятный с ним. Да, надо Давайте сделаем память. А? Давайте, ученики это самое сделают. А мои ученики, мои дети, мои родные. Мои родные. Мои родные, мои. Ты же тоже ученик, выходи. Я, Выходи, ты же тоже ученик. все ко мне. Или маленькие только. Не, все ученики. Милан, ты должен первым. Все мои родные. А вот кого не хватает? Шаша, я же говорю, кого-то не хватает. Немножко вот. Нет, Тебя не хватает. нет, немножко. Нет, я понял. Немного надо ближе, конечно. Ближе выходить. Ближе к Да, чему? мы в плен сейчас не спешите, все делаем. Ближе к чему? Сами, я говорю, кого-то не хватает. Немножко вперед уходите. А фон, Или назад. да, выключили. Ну лучше бы, конечно, с фоном. Там как раз, да, фон это. Сейчас он будет долго включаться. Да?
Немножко вперед уходите, чуть-чуть вперед. А что если они сядут вот так? Ничего страшного? Чего страшного, больше людей будет. В принципе, все видно, не так уж много. Да. Да, лучше встанут? Хорошо. Да, встаньте. Сейчас я размещу вот так, как нужно сделать. Да, давайте сделаем вот так. Идете спокойненько, вот так. Вот была я, да. Вот А так. если им табличку дать? Ну, можно, снимать можно, да, вот вдвоем держите. Вниз, мне кажется, лучше. Не, Вообще. Детям дай спереди пускай держат, дети. Дети спереди пускай держат. ну давай, вот так. Да, вот так интересно, да. Вот. Вот, не надо поднимать. Что видно было? Да, вот упустите. Ты снизу не надо, это, Сейчас мы посмотрим. Немножко, заметь, чуть-чуть, туда заметь. чуть-чуть слегка вниз спусти. Упусти вот так, вот так. Вот, хорошо. Так, давайте посмотрим. Так. Вот, все. Да, Так, Балая, посмотри сюда. А, неси. Так, внимание. Улыбаемся. Все. Улыбаемся и машем. Так, смотрим. Главное не закрывать глаза. Еще. Сейчас. Ну я же не ученица. Джамиля, Ты что большая ученица. Давай. А где же там учительница дошла? Ама, ученица здесь. Поровней держи. Все. Спокойненько. Поровней держи, поровней. Видно, хозяин. Вот так. Состава. Еще раз выровняй. Вот, смотри. Все. Все. Так, внимание. Застамар, посмотри сюда. На меня посмотри, внимание. Конечно. Не, ну надо же делать. Из 100 надо одну фотографию. Все, Нормально. Ну, подожди, сейчас мы сейчас со всеми делаем.